В зале ДК «Ак-юрта» сегодня непривычно тесно и шумно. Этот вечер начинается с песни, посвященной Ингушетии. Чтобы подрастающее поколение не забывало культуру и обычаи, этот семинар-практикум по реализации культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит под эгидой «Наши истоки, традиции и обычаи». Это еще один вклад в дело сохранения или даже возрождения национальных ценностей. Ведь духовно-нравственные устои – это прочный фундамент для укрепления согласия в обществе. Есть место сегодня и народным мотивам. На встрече, посвященной нашим истокам, традициям и обычаям, без этого никуда. Свою лепту внесла в этот колоритный национальный вечер и Айшат Тамбиева. Она готовилась несколько дней. Я его учила очень долго. Я старалась, чтобы это все было выразительным. Мое стихотворение рассказывалось о ингушах и чеченские, и их обычаи. В современное время, когда богатству традиций в нашем обществе уделяется все меньше внимания, очень важно укрепить и сохранить знания о датах у молодежи, считают работники Дома культуры. Надо сегодня нашим детям привить наши войнахские, исконно наши традиции, обычаи, ну и все прекрасное, то, что мы как бы уже теряем, можно сказать. Несомненно, проведение такого рода мероприятий повышает интерес жителей региона к культуре, обычаям и традициям нашего народа. Поэтому более глубокое изучение родного языка, познание истории и фольклора, знакомство с классической литературой – главная цель таких встреч. Мы говорим о наших традициях и обычаях, исходя с позиции сегодняшнего дня. Это каноны воспитания детей от рождения, детство, юность, отрочество, потому что в каждой категории были определены свои каноны. Все сегодня мы должны говорить повсеместно, потому что многие категории нравственности и морали мы, к сожалению, потеряли. Такие семинары-практикумы будут проходить в разных районах республики. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.